Всего доброе утро. Сегодня что-то я долго спал. Сейчас время уже 10, уже 11 час. Так не получается, надо рано проснуться. Хотя вроде вчера рано заснул, где-то в 10 я уже спал. Видимо, надо еще раньше. Ладно, собираться, ехать дальше. Все, сейчас на заправке. Думаю, это душманского принять надо. С утреца самое то душ принимать. Правда, душ такой бутафорский. Распылителя нет. Он чисто краник, ну ладно, мне-то что. И не такие видали. Оп. Помылся сам. Помой велосипед, малеха. А то вон еще смола у меня здесь дорожная. Придется отскоблить сейчас. Что, еще малыш будешь? Да. Костей тебе много будет. Заехал позавтракать, пообедать. Вот такая вот проблема с трансмиссией у меня второй раз уже. Второй раз за всю мою карьеру путешественника. Первый раз до такой степени я убил трансмиссию, когда я ехал на Кавказ. Это было в Саратовской области. Я еле-еле доковылял до Саратова. Система уже умерла, то есть цепь вообще практически не держалась на звездах. Последний подъем до Саратова, по-моему, там через мост. Мост через дорогу был. Я уже заходил пешком, потому что просто не тянул велосипед. Вот. Но было весело. В Саратове я уже все поменял, нашел деньги. Тогда денег у меня вообще не было. Как бы думал только о том, как бы поесть, вообще найти средства. Были такие времена. Но тогда меня почти еще никто не знал. Чуваша обо мне еще не знала. Россия потихоньку меня начала узнавать. Там Мордовия, Саратов, Пенза. Показывали по новостям. Было классно. Да и сейчас здорово. Жизнь, она такая интересная, непредсказуемая. Да, малыш? Сейчас, подожди. Сейчас кости будут. Собаки здесь вместо маленьких пылесосов. Поэтому кости кидают на пол. Чтоб собаки тоже кушали. А у нас же все на столе лежит. Ну все, поел, можно ехать дальше. До ближайшего города 15 километров. Google карты тоже ничего не показывают. Я все время еду в наушниках, потому что я не могу слушать эту цепь. Звук этой цепи ужасно. Вообще все с каждым километром все хуже и хуже. Неужели придется стопить автобус и ехать до ближайшего крупного города? Потому что я сомневаюсь, что в этом ближайшем городе будет хоть какой-то магазин. Хотя он не крупный, он маленький считается, в принципе, по этим меркам. Я уже на глаз определяю, то есть сомневаюсь, что будет там специализированный магазин для велосипедов. А так, погода хорошая, нормальная. Ветерок обдувает. Сегодня он встречный немножко, поэтому не так жарко.
высотки там стоят, аэропорт есть. Я думаю, должен быть веломагазин там. Все, я в городе. Вот здесь какая-то арка тоже старая. Даже не знаю, где искать веломагазин. Состояние велика все хуже, с ходовой все хуже и хуже. Скоро вообще цеплять перестанет. Так. Сейчас прокачусь по центру, посмотрю. Потом еще серию надо рендерить. Где-то остановиться. Закачать. Короче, здесь тоже ничего нету. Тут магазины, где продают дешевые велосипеды. Такая же история. Ничего нет. И попробуй найди нормальный веломагазин. Ну вот, короче, смотрю какой-то магазин. Тут дешевые все комплектующие. Не Шимано, я даже не знаю, что это такое. Зато цепь Шимано есть. 8. Может, найдется что-нибудь. Цепь на 8, конечно. Но я сомневаюсь. Все какое-то одинаковое. Нет. Не. А? Да, надо вот такую вот хорошую. Такую замена, короче, новая нужна. Но? А где есть еще? Ну, на рынок какой-то приехал. Но здесь я сомневаюсь, что что-то будет. Искать, слоняться здесь. Тем более смысла нет. Короче, надо где-то тормознуться мне. Отдохнуть. Город-то действительно не маленький. Неужели здесь нет нормальных веломастерских? В Google ничего не показывает. Как искать теперь? Местные ничего не знают сами, как всегда. Ничего нет. Пока. Ну, сейчас взял еще один USB кабель, потому что на 2 аппарата мне не хватает одного USB кабеля. Вот, купил за 60 тысяч, вьетнамского производства. Ну, дай бог, будет хороший и долго служить. Интересно так наблюдать. Меняется климат. Меняется быт людей, города даже другие, чем на юге. Это интересно прям замечать. Нет уже тех гамаков, как были на юге, где можно полежать в кафешках. Свои особенности, своя специфика такая. Ну, все по старинке. Лапшичка. Все, кама. Лапшичка, рендеринг. Сейчас уже стемнеет, скоро буду по темну сегодня ехать опять, видимо. Вот уже стемнело, все, сижу, отрендерил серию, но загрузить также не получилось пока.
Скорость маленькая. Тут меня, кстати, накормили. Денег не взяли за лапшу. Так приятно прям. Красавцы. Дедушка с внуком. Я тут скачиваю еще другие видеопрограммы для эксперимента, потому что очень долго рендерится. Sony Vegas скачиваю и Cyberlink Power Director. Попробуем, просто очень много времени на это все уходит. Может, что-то побыстрее будет и попроще, потому что мои фильмы, они несложные в монтаже, то есть все очень простые. Вот. А сейчас ехать в ночь. Еду. Сейчас 80 километров на спидометре. Посмотрел я в Google картах ближайший нормальный веломагазин, где продают такие дорогие велики, а соответственно есть и комплектующие. Это Таньхуа город. До него 320 километров. 320, в принципе, я могу до него доехать. Я сейчас нашел передачу, с которой не слетает. Комбинация 1.9. Короче, две противоположности. Противоположные передачи. Вроде не слетает, идет ход нормальный. 20 держу. Вот. Но не знаю, долго ли я так смогу на этой передаче проехать. Не начнет слетать, надеюсь. Если не начнет, то могу доехать. Просто я крайне не хочу садиться на автобус. Крайне не хочу. Я хочу сам здесь проехать. Но если начнет, то выбора у меня не будет. Ну ничего, нормально, едем. Наслаждаемся ночными пейзажами городскими. У меня еще света нет нормального. Этот фонарик, он несерьезный, он чисто ручной. Для дороги он, конечно, вообще не подходит. Вот у меня хороший был до этого, сигмовский. Кто помнит серию-то в Китае, он у меня разбился. Свет у него хороший был, но он глючный. Он глючил с самого начала, с Казахстана еще. А я думал, немецкое качество. Вот оно, немецкое качество, изначально уже не работает. Но зато его серьезно воспринимали водители. Свет его, свет фонаря, даже дальние вырубали. А этот не будут воспринимать. Дальние не будут вырубать. Так и будут тебе светить в лицо. А до Сигмы у меня такой же был. Такой же фонарик. Я его потерял где-то в Сибири. Сейчас он где-то в Сибири зимует. Может, у кого-то, я даже не знаю. А вот задний хорош. Долбит. Мама, не горюй. Все, доброй ночи. Нашел место возле моря. Как всегда, лучшие места я нахожу в темноте. В общем, спать, отдыхать. Сегодня я устал.
Фух, доброе утро. Фух, искупался в море. Море холодное здесь уже, все уже северные широты, можно сказать, для Вьетнама. Там уже напротив остров Хайнань, китайский. Поэтому здесь уже течение холодное. Не сравнить, как в Сиамском заливе вообще. Там горячая вода, как будто подогретая. Здесь прям бодрячковая такая. Долго, но не поплаваешь здесь. Не... Так чисто окунуться. Погода вроде намечается хорошая. Солнца нет. В ближайшие дни вроде даже дождь даже будет. Все, ехать дальше. Ехать дальше. Состояние какое-то куматозное, не знаю. Прям вообще упадок сил. Неохота прям никуда ехать. Бывает иногда такое настроение. Сейчас все опять сижу. Экспериментирую с прогами. Вот скачал Power Director Cyberlink. Быстрее почти в 2 раза рендерит. И качество такое же. Этой же прогой я пользовался еще в телефоне, когда я с телефона снимал. Так что вернемся к ней. Ну это так, мелочи все, бытовые. Сейчас он БПшки съел, да. Чувствую, зря я ее съел. Именно не лапши, а БПшку. У них больше ничего нет здесь. Надо помыться, заехать куда-нибудь на заправку. О, нашел листок. Значит, жизнь уже прекрасна. Да, пацаны? Да? Вот это классно, да? Вот мощь. Это тебе не мопед какой-нибудь, драндулет. Вот. Испугались сразу дядю. Оп. Хорошую душевую кабину нашел. Даже вон распылитель есть. Отлично. Значит, принимаем душ. Ух, свежачок. Сразу новые силы появились. Можно ехать. Не можно, а нужно даже в данном случае. Еще один хребетик проезжаю, но по побережью только. Здорово, братуха!
Сколько страшно. Оп, тут водохранилище. Опа, еще один туннелька. Ай, как я люблю туннельки. Там солнце, и здесь как облачность скопилась. Хотя хребетик-то маленький, уже разница какая. Там что-то. Все, это уже какой-то другой район. Хатинь, Дongхан, Кунг. Хатинь район, Хатинь. Это что за звук такой? Первый раз такой песок видел. Как об стекло. Интересно. Он спустился на море. С морем уже можно символически прощаться. Ну, чуть рано, конечно. По побережью мне ехать еще километров 250, 300. Но не знаю, ли я подъеду ли я к морю или нет. Поэтому можно и сейчас уже попрощаться на всякий случай. Такая вода здесь чистая. Даже искупаться захотелось. Фух, кайф. Сейчас надо этот взять. Аквабокс поснимать под водой. Вода вообще прозрачная. Если бы еще солнышко было бы, вообще видимость была бы классная. Здорово. А такой песок я первый раз встречаю.
Храм христианский. Так мне нравится погода эта. Низкие облака укрыли землю, как одеяло. Так уютно, прям на самом деле, прям как под одеялом. Это вообще осетины. Осетинские флаги. Похоже очень. В Дегорском ущелье еду где-то. Это я шучу, что во Вьетнаме. Это для массовки вьетнамцев пригласил. Вот такой вот фильм Чаваш Шулчуревича. Это же фильм, что вы думали? Не на реальных событиях все. Не, сегодня день не получается, что-то не катится сегодня. Надо отдыхать, отдохнуть, день разгрузочный какой-то сделать. Но самое главное, что-то я психологически вымотался с этим, с этой трансмиссией. Сейчас вот заехал, гружу серию, взял тут риса с курочкой, надо отъедаться, малеха. Восполнять все мои потери психологические едой. Единственная моя радость — еда, которую я так себе редко позволял. Испытывал свое здоровье. Фух, ладно. Кстати, на вирусы проверяю сейчас. Но вот вчера вирус подхватил. Не вирус, баннер подхватил. Кейген качал для этого Power директора, искал. Ну, что-то по своей тупости забыл я уже, каково это вирус схватывать. Ну ладно, чтоб не расслаблялся. Ням-ням. Вон, морды собрались. Все, я вам уже все дал, ребята. Уже ничего нет, костей не осталось. На 3 такие харита. Мне нравится, когда вот у хозяев заведений много животных, когда вообще у людей, когда есть животные в доме. Я не люблю дома и вообще не понимаю те там семьи, у которых нет животных. Для меня это важный показатель, сразу становится хорошая атмосфера. Да, малыш? Как же без животных жить, я не знаю. Без засранцев этих. Фух, наелся я вообще. Наелся. Сегодня думаю, может здесь у них попроситься переночевать. Гамаки вон есть. Что-то неохота палатку ставить. Здесь Wi-Fi еще есть. Как раз сделаю все, что нужно. Вот сейчас сидим. Ай, make little movie. Снимаю. Да. Вот. Сижу пока все. Гружу серию. Ну, предложили здесь переночевать. Вот я думаю, на гамаке залягу. А пока буду делать серию как раз. Вот. Вот, каман. Спасибо. Каман. Ага. А я снова на трассе. Что-то я решил, нафиг у них там ночевать, неохота. Силы есть.
Силы, как всегда, появляются вечером. И вот сейчас еду, долблю. Уже как традиция ехать ночью в темноте. Мне даже нравится. Тут трасса такая нормальная. Ну, иногда так проезжают косяки. Фура, а так в целом тишина. Надо нагонять сегодняшнюю норму, а то только 60 проехал. Как раз сотка будет. А то я буду плохо себя чувствовать, если норму не сделаю. Все, уже еду дальше. Вот. Утро. Пастухи ходят. Надо ехать дальше. Да, здесь-то? No problem, тут вообще все very good. Спать просто шикарно в этом лесу. Кама, хороший лес, одобряю. Все, ехать дальше. Сегодня дождик обещается, 90% даже показывает. Куки? Че куки? Нормально, это во. Во. Хорошо спать здесь. Это не на нашей стылой земле-то. Тут хорошо. Ладно, поехали. Что-то утомила меня дорога в последние дни. Все одно и то же, ничего нового. Как будто на одном месте топчусь, ощущение. Хочется уже в другие страны. Поднадоело. Так же у меня в любой стране надоедает. В России ехал, я быстрее хотел из России уехать, потому что надоело. Китай, везде, где я слишком долго задерживаюсь, мне чуть-чуть поднадоедает. Мне нужно что-то новое всегда. Ничего, скоро Китай снова будет. Потом Монголия, новая страна. Но до этого еще далеко. Надо думать, как сейчас выжить. Как доехать. Велик тянет, нормально все. Ну, пока вот так вроде нормально. Хотя уже начинает по чуть-чуть проскакивать на 1,9 скорости. Вот дотяну еще 200 километров. Ну вот, сейчас заезжаю в один город, Хатинь. Посмотрим, что здесь есть. Google ничего не показывает по веломагазинам. Но вроде не маленький. Вот эти речи в рупор, у меня сразу так Китай вспоминается. В Китае постоянно вот это, здесь такого редко увидишь. Красный. Так, нашел какой-то веломагазин, короче. Синьцзяо. Но здесь вряд ли что-то есть. Так, сейчас посмотрю. Запчастей здесь точно нет. Нет. Ничего нет. Голяк. Голяк. Да здесь что есть? Нет? Здесь ничего. Да, вижу, что ты орешь. Да, орешь.
нету здесь, короче, ничего. Едем дальше. Дождик начнется или нет, что-то непонятно. Накрапывает, так мелкий-мелкий, как туман. А будет ли он, нет, непонятно. Ох, здесь тишина какая. Кошеминь смотрит. Капец, тут рыбу я шугнул. Столько рыбы здесь. Косяки прям во видно. Вот сейчас проедемся даже. Во. Пошла. Такая тишина здесь вообще классная. Мне так нравится. Да, братан? Классно здесь жить в тишине-то. Ну, покапало. Вообще кайф. Приятно так. Мелкий-мелкий. Морось такая. Теплая морось. Сейчас пообедать надо куда-нибудь, стопорнуться. Да, что-то проскакивать начала эта передача. Оу. Hello. Опа. 25 тысяч километров. Это надо отметить. Тем более, что сегодня еще 23 февраля. Двойной повод. Вкусненько покушать. Сейчас что-нибудь найдем. Порадуем свое тело. Ох. Ну, сижу, кофейку пью. Сейчас прошел дождик такой нормальный. Прохладненько стало, чувствуется прям холодные воздушные массы пришли. Сейчас допью, поеду дальше. Ветер вроде попутный, нормально. Все, бананчиков взял. Все, команд. На рынок заехал тут. Веселый рынок такой. Все, едем дальше. Заправился, поехали. Когда едешь сытый, с бананом, с музыкой, и настроение сразу хорошее. Можно ехать. Можно. В общем, сейчас до ближайшего города Винь осталось меньше 10 километров. Скоро уже темнеть будет. Я вот думаю, туда, в город ехать или на ночевку вставать. Потому что я смотрю, дождик скоро будет. Вот тучки уже идут, там вообще уже ничего не видно. И вот думаю, надо на ночевку вставать.
А завтра уже по магазинам проехаться, потому что сейчас в город заеду. В Гугле я нашел пару веломагазинов, но это походу электробайки, опять же, нету нормальных. Хотя город большой, ну опять не знаю, гадать не буду. Не хочу я в дождь ночью в городе, в темноте в городе оставаться. Лучше уж встану спокойно. Насиловать не буду никого. Красота, погода меня радует, вообще так здорово, приятно ехать, такая влага, прям такой туман маленький. Сейчас где-то завернуть надо. Оу! Вот как всегда, когда не думаешь о ночлеге, столько мест хороших находишь. Сейчас, когда ищу, ничего найти не могу. Либо поле рисовое, либо там дома. Приходится со шкалатронами ехать. Трансмиссия не позволяет в горочку ехать. Ничего, сейчас поедем. Со мной поедете в Россию, что ли? Не дай. Да, где место? Место ищем, место. Все, нашел я себе спутницу. Дочку себе нашел. Без жены, короче. Я вначале думал, надо жену найти, потом дочку. А оказывается, можно сразу дочку сделать. Не отвязывается. Ладно. Давай. Мани мне говорит, короче. Я подзатыльник ей дам разок. Что с велосипеда слетело нормально. Нормально там все. Актрисы, блин. Оп. Так, сейчас посмотреть, надо за скалой здесь есть площадочка, нет? Оп. Главное, чтобы шум не мешал. Шум машин. Не, сюда с великом тащиться беспонтово. Здесь тоже нет. Чуть-чуть дальше тогда проедем. Не, здесь не вариант. Либо угол большой, либо близко слишком к трассе. Не хочу я с шумом спать, надо нормально отдыхать. Ну, вроде нашел место. Сейчас я места стараюсь искать тщательнее, чтобы не быть замеченными местными. Поосторожней. Если бы у меня с визой было бы все нормально, мне как бы по барабану было бы. Но сейчас неохота привлекать к себе внимание лишнее. Я хочу до границы нормально доехать, а там уже разберемся на месте. Что-то я, кстати, в последнее время надумываю поменять баулы, если будет такая возможность, как финансовая, так и вообще наличие нормальных баулов, как у европейцев, вы же видели там. То есть две отдельные сумки по бокам висят, водонепроницаемые. Вот этот баул, он как губкой все впитывает. И вот сейчас вроде дождя сильного нет, но я уже чувствую, как тяжесть
впитали в себя воду, влагу, влажность из атмосферы в себя впитывают, и они прям тяжелее становятся. Я прям чувствую ход даже тяжелее, потому что велосипед утяжеляется. И хочу попробовать, как у европейцев. Они же все-таки не дураки, раз так ездят. С такими баулами вот только в России ездят, по-моему. Я больше ни у кого не видел. Ну, СНГшные ребята. Надо попробовать по-другому. Конечно, будет сложно привыкать к другой формации, то есть вещи по-другому. Я привык, уже знаю, уже с закрытыми глазами все могу. Вещи там рассортировать, вытащить и засунуть обратно так же. А это уже по-новому надо будет все делать. Но зато водонепроницаемые, то есть без проблем. Вот передние водонепроницаемые, даже их можно не накрывать и спокойно не переживаешь. Не переживаешь за них. Ну, ладно, ставить палатку и отдыхать. Ну вот такой вот был сегодня день. 495. Палатка поставлена. Можно отдыхать. Погода шепчет.